Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. Мы находимся в городе Докучаевск, и за нами находится Центр культуры имени Александра Сергеевича Пушкина. Во время фашистской оккупации в этом здании была расположена конюшня, и ему пришлось восстанавливать. Новые времена, новое восстановление, шефство над которым взяла Республика Саха. Рядом со мной руководитель рабочей группы Анатолий Потапов. Анатолий Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какой объем работы, сколько предстоит сделать и что уже сделано? Ну, решением руководства страны мы с января месяца назначены шеф-регионом города Докучаевска. Это не только один город. Хочу пояснить, что это большой городской округ, который включает 12 населенных пунктов. Это Любовка, Андреевка, Толя, Еленовка. Это основные населенные пункты, которые заселены. Основное количество это в Еленовке 5000 населения. Всего по городскому округу города Докучаевск у нас порядка 30 тысяч населения проживает, работает. И хочу отметить, что у нас все планы по восстановительным работам были утверждены в конце января. Это до 2030 года все планы нами утверждены, согласованы с правительством Донецкой Народной Республики и главой городского округа города Докучаевск. Хочу отметить, что в этом году очень большой объем работы, 65 объектов мы должны восстановить. Мы уже с января месяца приступили к этим восстановительным работам. Из 65 объектов, это 53 объекта, жилые дома, многоквартирные жилые дома, которые пострадали от прилетов, от обстрелов. Также мы охватили те социальные объекты, которые тоже пострадали в результате обстрелов и прилетов. И хочу отметить, что на сегодня мы работаем на 19 объектах, из которых 2 объекта мы уже сдали. Это уличная дорожная сеть ПГТ Леновка, улица Северная 280 погонных метров и улица Почтовая, это километр 300. Это получается порядка 1,6 километров дороги мы уже привели в нормативное состояние в асфальтобетонном покрытии. Стоит отметить, что городская агломерация Докучаевска, крайняя точка, поселок, населенный пункт Еленовка, находится всего лишь в 8-9 километрах от фронта. Поэтому это накладывает определенную специфику в работе наших специалистов. И Анатолий Константинович сейчас нам проведет экскурсию и расскажет, как это все происходит и какие работы прямо наглядно покажет. Вот видите, по полю сделали дорогу. Тут, это для техники тяжелой танков? Да, для тяжелой техники. Вот они вот сами себе вот такую дорогу сделали. Мы проезжаем по улице Октябрьская, это поселок Еленовка, которая входит тоже в городской округ города Докучаевск. Тут у нас протяженность вот до поворота на город Докучаевск у нас порядка километр 200, и как раз вот этот участок мы должны отремонтировать. Полностью все это будет фрезой снято это покрытие, старое покрытие, и 2 слоя асфальта мы будем асфальтировать этот данный участок. На сегодня у нас на этом участке ездит вся военная техника, танки, БТР, БМП, вот, военная техника, поэтому мы пока тут работы не начали, и вот в середине июня начнем уже фрезерование и начнем укладывать асфальтобетонное покрытие. Бывшее административное здание, сейчас здесь будет располагаться многофункциональный центр предоставления госуслуг на первом этаже. Это до 1 апреля срок был у нас, и срок все этот объект сдали. Этот МФЦ уже работает с 1 апреля. И на 2 этаже у нас будут размещаться библиотека Еленовская, да, и на 1 этаже приемная Единая Россия и административное здание. Тут у нас на 1 этаже приемная Единая Россия будет располагаться. Он Путина уже поставили. Вот охранно-пожарная сигнализация, все установлено. Тут у нас будет размещаться библиотека Еленовская, которую мы переносим в Дом культуры, где проводим ремонт. И вот эта библиотека здесь будет размещаться.
Уже все, здесь все готово. Полностью система отопления, По якутским стандартам. утепление, все. А вон, вот здесь вот был прилет. Да, вот здесь был прилет. Погибло 6 кур. Тут у нас меньше недели назад был прилет, ФПВ-дрон прилетел и сюда вот как раз во двор упал. Хорошо, что тут жильцов не было. Осколки вот как раз влетели в этот дом, разбиты были окна. Клееные обои уже под покраску. Ну, это будет сдано в аренду ПСБ банку, отделению, которое является основным. Любовь Николаевна, расскажите, пожалуйста, у нас было, скажем, два подшефных объекта, Кировская и Докучаевск. Есть ли сходство, есть ли отличия вообще вот с точки зрения заказчика, скажите, пожалуйста. Ну, зашли мы в Кировское в 22 году. Это было, конечно, для нас необычно. Сначала было довольно сложно, но в итоге город небольшой, город мобильный. И в этом есть большое отличие от Докучаевска. Здесь у нас несколько населенных пунктов. В Кировском мы провели работу 2 года, 22-23 год. В общей сложности отремонтировано было 78 объектов. Помимо этого было укомплектовано 3 школы оборудованием современным. В городе Докучаевске мы планируем восстановить 65 объектов. Это жилые дома, дороги и социальные объекты. Сложности, конечно, были в логистике. Также люди просто боялись ехать в прифронтовую зону. Но мы справились, работаем и будем работать дальше. Паспорт объекта – это шеф-регион Республика Саха, Якутия. С их помощью наш парк будет реконструирован с установкой и арт-объектов, и в том числе вроде как и сухого фонтана, аллейки, лавочки, зоны отдыха. Герои Советского Союза, герои соцтруда. Это была попытка создать аллею героев уже настоящей войны. По инициативе молодой республики 3 вот таких звезды выставили. Никто не рассчитывал, что такие будут. У нас их порядка 150 человек, которые наши жители Докучаевска принимали участие в боевых действиях и погибли. То есть если здесь 150 таких, поэтому здесь, очевидно, просто какой-то памятный знак будет установлен. Улица Северная. Этот участок мы заасфальтировали, 280 погонных метров и 2 слоя. Тут все было разбито военной техникой. Ну, до сих пор ездят, видите, вот следы от гусениц. Хорошо, что сделали 2 слоя, чтобы она была качественной. А то был бы 1 слой, уже разбили бы. Как уложили асфальт, уже почти на завтрашний же день проехали же, да, машина. Там тяжелая техника пошла. И вот сейчас поворачиваем на Почтовую улицу. Почтовую улицу мы отремонтировали 1,3 километра здесь протяженностью. Поэтому тут тоже 2 слоя. Почему тут выбрали эти участки? Потому что у нас на этой улице находятся социальные объекты. Это школа номер 2 Еленовки, детский сад, дом культуры Еленовка, где мы сейчас проводим ремонт здания, и торговая площадь, где у нас в основном собирается народ, и церковь. Тут уже жилой сектор у нас. Анатолий, ты сказал, что 12 пригородов, они вот так вот выглядят, да, как дача, да? Да, вот они как частные дома, в основном частный жилой сектор у нас по населенным пунктам. В Докучаевске город, некоторые думают, что это один город Докучаевск. Нет, это городской округ Докучаевск, где она как городская агломерация. Как у нас город Якут же есть, вот Тулагина, Марха, вот, Сырдах, Кангаласа, типа такого, они разбросаны у нас на 5-6 километрах. Есть еще дальние, есть Доля, Андреевка, Любовка, Еленовка, Ясный поселок Ясный, Александринка. Вот Еленовка является, в основном тут 5000 населения проживает. А вообще во всей агломерации сколько живет? Порядка 30 тысяч населения у нас проживает. Вот здесь, вот ДК слева, вот справа был прилет. Вот прилет, видите, вот. Мы замерили фрезерование, сделали как раз перед асфальтированием, вот тут прилет. Вот 17 марта вот тоже второй прилет. Здесь был как раз перед выборами президента, да, России. И как раз мы тут начинали уже работу по Дому культуры.
асфальтировали этот участок, улица Почтовая. Тут у нас несколько дронов над нами летали и сбивали. Поэтому тут в таких условиях работали наши дорожники, ну, работали. Это улица Почтовая, тоже продолжение. Ну, тут от начала до улицы Северной у нас 800 метров. И это продолжение улицы Почтовой. Мы тоже 2 слоя все заасфальтировали этот участок. Тут 17 марта перед выборами как раз президента России у нас было 2 прилета, 2 Хаймерса. Вот они, да? Да, тут у нас были окна разбиты тоже вот нашего БК. Дом культуры Еленовка, это по поручению Сергея Кириенко, администрации президента Российской Федерации. Включили план восстановительных работ и на сегодня уже начинаем работу. Ремонтные начаты работы, идет демонтаж полностью. Тут у нас библиотека находится, филиал. Эта библиотека относилась к городу Донецку, Ленинскому району. Вообще Еленовка раньше относилась к городу Донецку. Вот с января месяца они переданы в городской округ города Кучаевск. Поэтому вот эту библиотеку, где я показывал административное здание, переносим на 2-й этаж. Поэтому у них новое, просторное, красивое помещение. А здесь что А будет здесь замешано? у нас здание 49-го года постройки. И здесь у нас будет зрительный зал, полностью все обновлен. Отделка полностью, электромонтажные работы. Дом культуры. И планируем еще тут, как мы установили в городе Докучаевске, тоже проектор установить, чтобы кинотеатр был местный. Наш якутский кинотеатр. Чтобы местное население тут уже ходили уже в свой дом культуры. Вот это все будет заменено. Вот Да, там всё, же всё- да, утепление, все это будет заменено все полностью. 9 мая мы уже показали, рядовой чаринг показали 9 мая. Ага. Поэтому люди тоже в восторге, что даже якутские режиссеры уже снимают фильмы про своих ребят, которые выходцы из Якутии, являются участниками Великой Отечественной войны. Вот это материалы для кровли, все материалы завезены, ждут. Тут вот этот дом кровлю, вот этот дом кровлю, вон там. Вот 4 дома завершили мы. Сейчас приступили к этому дому. Анатолий, ты говорил, что сегодня здесь прилет был. Прилетал ФПВ-дрон, его сбили сегодня утром. Поэтому Еленовка тоже опасный район, где в любое время могут быть прилеты. Вот оконные конструкции тоже подъезда все заменили здесь. Естественно, город прифронтовой, здесь бывают прилеты. И какая-то работа по замене фасадов. Что у нас? В рамках восстановительных работ у нас тоже из 65 домов объектов у нас 53 это многоквартирные жилые дома, это жилой фонд. Для закрытия теплового контура мы должны заменить все оконные конструкции в этих домах. Это в первую очередь подъездные окна. Мы начали замену, это со стороны Еленовка, 6 жилых домов, микрорайон новый мы уже завершили замену окон. И приступаем уже к центральной улице, Центральная, Ленина, Полевая, вот с этих домов мы начали. Вот основной объект, где сейчас мы находимся рядом, это Центральная 95, в ноябре 23 года был прилет. Есть погибшие здесь, да, поэтому мы основной этот объект мы должны всю эту верхнюю часть заменить, новую кладку сделать, восстановить квартиры и где есть прилеты заменить оконные конструкции в квартирах, которые на сегодня закрыты временным целлофановым пакетом. Приступили уже к демонтажу оконных конструкций, Центральная 93. На каждом объекте у нас установлен паспорт объекта. При наименовании объекта, кто заказчик, кто подрядчик и ответственные лица, телефоны указаны, и когда работа должна быть завершена. Где у нас эти разбитые окна от прилетов, сейчас они заказаны, замеры взяли все, и по мере изготовления будут установлены. До отопительного сезона в течение лета мы должны все это. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вы будете делать в одна квартира? Или только по балконам, Не, мы начали сейчас только с подъездных окон.
Но мы замеры взяли те окна, где были разбиты Да. от прилетов, от обстрелов, поэтому все будем заменять. А почему с квартир не начали? Скажите, пожалуйста. У нас Ну, в квартирах нет Потому окон. что мы сейчас заказали окна, Мгм. как они придут, параллельно будем сразу устанавливать. А Сначала- приблизительно За можете лето это все вообще сказать? успеете? Это вот в июне месяце мы Закончите, Планируете? да? Да. Спасибо вам большое. Просто целую зиму прожили Да, и у нас с детьми на первом этаже. И дети в холоде. в холоде, и Просто у нас окон просто нет. упаковали пленкой. Пленкой. И ждем Поэтому, эту всю да. зиму уже весну Вот с мы дождями. стараемся закрыть тепловой контур, все закроем, все нормально будет. Ну дай Ну, бог, чтоб дай за это бог, лето, чтоб до Господи, осени дай всё бог. Спасибо вам нормализовалось. большое, Потому конечно, что но чтобы хотелось дети бы были. побыстрее, потому что мы совсем без окон сидим. Да, вот С все окна пленками. заказаны, вот Ага. поэтому мы уже начинаем демонтаж, Мгм. привезут сразу. Ну, в установим. общем-то, до июня месяца, да, можно ждать окна. В июне месяце мы установим, все полностью будет. Дай бог. Мы Спасибо надеемся, вам спасибо. большое. Ну расскажите, пожалуйста, вы здесь изначально живете, вообще всю жизнь? Изначально живем, Ага. да, здесь. Ну, Всю вообще, родом не отсюда, но вообще живем здесь Мгм, давно-давно. мгм. Ну, когда в 2014 году вот это вот все началось, как тут было обстановка? Страшно. Страшно было. Очень страшно. Очень страшно. По подвалам. Уезжали, приезжали, уезжали. Кому мы Да. нужны где-то? У Мгм. нас здесь у всех дома, квартиры, поэтому все равно возвращались сюда, потому что с детьми особо там не разгонишься. Мгм. А где-то снимать что-то. И помощи Очень особо тяжело. ни от кого не было. Поэтому вернулись, пока немного хоть потише стало. Ну, потише, опять же, в тот дом, как было, все это мы были здесь. Мгм. И дети, слава богу, просто резко, когда это все произошло, вот ребенок был на кухне, окна все посыпались. Это вот как Хорошо, раз прилет. штора Да, задержала да, все да, стекла. Это вот. Это вот. было страшно. До сих пор мы боимся самолетов. Они теперь боятся, даже когда пролетают, боятся Пролетают всего- самолеты, всех а мы ушки закрываем вот так вот. Ну, Страшно надеюсь. было очень. да, вот. Надеюсь очень на то, что быстрее бы поставили. Правда, мы, Якутия честно, мы пришла. хотели сами поставить. Но просто нам обещали, что в течение там 2-3 месяцев, когда это произошло, до зимы мы как бы, ну, перебьемся. В итоге мы ждем, и в итоге вот уже Ну лето. вот Якутия, мы начали с января месяца, да, вот нас перекинули. с Да, Кировского мы сюда. знаем. Поэтому вот эти моменты, Сейчас и вот с февраля месяца мы уже начали работать. Ну, начали с Еленовки, правда, потому что там тоже шумно, там тоже прилеты были, поэтому сейчас уже приступили с центральной 95, где был прилет. Сейчас, Крышу и вот здесь, где окна, вот. А вы только окнами занимаетесь, да? Только, ну, Нет, все полностью. Полностью? 65 объектов у нас. 53 жилых домов из них. Спорткомплекс с бассейном. А детские площадки не планируете? Спортивное ядро, Отлично. школа номер 4. Детская площадка обязательно будет, это на Ватутином. То, что вот в А каком дороги, вообще питьевая вода? промежутке по ориентируетесь? водоводам у нас улица Голландского километр 200 делаем. И вот Просто мы водонапорную платим станцию за воду, и Пошелкес. если вы посмотрите, наша вода не питьевая. Она красная. По качеству питьевой воды. Вообще. Ну, я живу У нас машинки ломаются. Вот с января автомат- месяца у вас здесь, поэтому... А, вы знаете, вы в я курсе. знаю, уже 5 курсе. месяцев живем. В курсе. поэтому- Ну, будем надеяться, Будем. потому что детям Спасибо негде большое. даже. И хотелось бы по площадке, конечно, за лето, думали, летом что-то будет, но в итоге вот сами тут берем, покрасили, поставили столик. А вообще, поставили- когда здесь была Украина, тут что-нибудь делалось, ремонтировалось в таком плане? Ну, что-то это делалось, конечно. Вот мамочки просто пойти вот так вот с ребенком куда-то, это вообще, это Ну, завал. для этого мы парк на сегодня делаем, парк культуры и отдыха. Спасибо. Да, мы видели, я видела. Да, Нет, благоустройством просто занимаемся. Сейчас это все полностью нам благоустройство. поднимают, во-первых, поднимают сейчас тарифы на воду, на газ. Дочка, За что платить? Сейчас Ребят, едем. вот за что платить? У нас канализационные трубы, вот этот вот, как это называется? Вот это вот канализационная... Да. Вот. Она сделана из 4 частей. У нас все фекалии в ванной. Мы 4 раза переделываем ванну. Добиться? Идите ищите вот ту квартиру. Нашли. Идите найдите еще квартиру. Вчера пришли переделывать. Нам не переделали. Нам еще одну квартиру нужно искать. А почему сразу не указываете, кого нам искать? И где мы их будем искать? Они же уехали все. Вода и в канализационной трубе там вот такая вот трещина. Сверху она чугунная, а внизу 4 куска пластика поставили. И вы представляете, что это такое? А у нас 4-летний ребенок в квартире. Но в этих условиях можно жить? И куда добиться? Куда стучать?
Нас просто никто не слышит. Мгм, мгм. Просто никто не слышит. Ну, мы знаем, с администрацией отрабатываем. Но в администрацию надо обязательно писать. Мы Есть пишем, Пишет. мы пишем. Мы только никакого замен стояка написали, движения замен нет труп просто. написали. Нет. И знаете, Да, сколько наш- мы боремся? мы как шеф-регион, у нас есть план восстановительных работ. И там перечень работ, которые вот Но утверждены, это указ. согласованы правительством ДНР и главой. Порядка здесь нет Поэтому вообще. вот тоже конкретно замена оконных конструкций и замена окон в квартирах, где были прилеты. Мгм. В рамках этого мы восстановительными работаем. В рамках восстановительных работ в городском округе города Докучаевск у нас один из основных объектов это является спортивный комплекс с бассейном. Тут мы полностью должны провести ремонт здания. Это фасад, внутри сантехника, система отопления, система электроснабжения, отделочные работы и полностью мы должны заменить кровлю. Сюда, в этот комплекс, очень большой объем работы, 3500 квадратных метров, у нас общая площадь здания. И этот объект у нас является переходящим. В этом году начали работу. На сегодня вот проводятся работы по утеплению фасада со стороны бассейна, заканчиваем. И также вот идет замена кровли со стороны бассейна. Внутри мы весь бассейн тоже разобрали, чашу бассейна, и ведутся работы по вентиляции. Как выглядел объект до начала работ, его состояние? Бассейн не работал, поэтому мы должны это обеспечить работу, и состояние плачевное было. Капитального ремонта не было в последнее время, поэтому мы должны вот, в рамках восстановительных работ все это устранить. У нас спортивный комплекс с этой стороны. Демонтаж сделали полностью. Здесь у нас сейчас будет отделочная работа, мы должны потом приступить. Здесь строительный мусор мы убрали. Тут сейчас разбираем вот эти оконные конструкции. Здесь полностью будут витражи стоять, новые стоять. И полностью все будет, начиная с потолка, система отопления, система электроснабжения, все будет заменено. Полы полностью. И в этом году мы уже должны этот спортивный зал сдать. И бассейн мы должны в следующем году сдать. Но это все идет в комплексе. По календарному плану, графику мы придерживаемся, работаем. Чашу разобрали, тут она была из плитки. Сейчас занимаемся вентиляцией, и вот как раз разобрали потолок, отремонтируем потолок и установим гриляж потолок. И, соответственно, отделка вот, стены будет проведена. И полностью вот чаша будет покрыта пленкой, специальной пленкой. Окна были вот как раз только наполовину, но мы вот расширили, да, вот проемы. И установили как раз большие вот витражные окна. Наполовину снизу или сверху? Было сверху мы убрали, снизу там окна стояли уже. Здесь у нас что? Ну, вот это паспорт объекта, и вот мы в первом квартале уже начали этого года, и в следующем году мы к началу учебного года должны этот объект сдать. Поэтому сердце объекта здесь, вот как раз вот фильтра стояли, вот видите, вот мы ставим. Вот это все мы вырезали и все вынесли. Сейчас тут оборудование все заказано, и тут новое все оборудование будет установлено. Мы ездили в Краснодон, это ЛНР, Луганскую Народную Республику, точно такой же бассейн был отремонтирован с нашими коллегами из Тюменской области, поэтому сейчас мы посмотрели, как они отремонтировали, и как бы обменялись опытом и тоже используем в нашей работе. Когда мы пришли, конечно, состояние было плачевное, ужасное, поэтому было принято решение нашим руководством сделать капитальный ремонт и поставить новое оборудование, рентген-оборудование на 3 рабочих места фирмы «Леникс». Сейчас мы провели демонтажные работы, убрали ненужную перегородку, деревянную, которая не допускается по нормативам.
И сейчас залили полы, где полы гнилые были, ужасные, да. Поэтому сделали основание под полы, потом пойдет плитка, соответственно, будет радиационная защита и установка оборудования. Оборудование жилпути 25 числа обещают прибыть сюда уже, получение ящика. Да. Когда закончим ремонт, будем устанавливать. У нас идет вместе с подключением, установкой, монтажом и даже будет обучение персонала первоначального. Это у нас больница, это у нас какой кабинет? Это рентген-кабинет. Был старый рентген-кабинет, но уже по нормативам по Санпину уже никакие не проходят. Поэтому было принято решение полностью демонтировать. Срок окончания работы? Срок окончания работы до 15 июня. Этого года? Да, вот. Все, осталось немножко.